Все болезни от нервов. Это выражение знает каждый, и оно отчасти верное. И об этом напоминает в рамках акции Республиканский центр здоровья и медицинской профилактики. По данным статистики, люди с психологическими проблемами в 2 раза чаще страдают серьезными сердечно-сосудистыми патологиями и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Беречь свое здоровье важно не только в физическом плане, но и психологическом. Что такое психическое здоровье? Оно включает в себя, во-первых, функции мышления, функции памяти, функции восприятия тех или иных раздражителей внешних. Потом оно подразумевает под собой хорошее настроение. То есть у человека должно быть в большинстве своем хорошее настроение. Чтобы напомнить, подумать о себе и своем душевном состоянии, проводится неделя по сохранению психического здоровья. Отмечается она ежегодно с 9 по 15 октября. В ее рамках в регионе также проходят различные профилактические мероприятия. Так, Республиканским центром общественного здоровья и медпрофилактики в рамках этой недели проводятся акции по раздаче буклетов, напоминая о том, как важно беречь себя и свои нервы. По словам главного внештатного психиатра Минздрава Ингушетии Амура Мальсагова, на сегодняшний день с различными психическими заболеваниями на учете в регионе стоят свыше 7 тысяч пациентов. Чаще всего это дети, страдающие умственной отсталостью и расстройством аутического спектра. Растут неврозы и у взрослого населения республики. Обсессивно-компульсивные заболевания, депрессии очень сильно сейчас у нас имеет место быть, так очень сильно развивается. Ну а то, что было раньше, это шизофрения, это последствия органического какого-то поражения головного мозга, это эпилепсия с различными там какими-то вариациями. В их числе и большой процент пациентов пожилого возраста, страдающих деменцией, и с каждым годом их количество увеличивается. Это связано с тем, что у нас старики, вот в основном они ничем не занимаются, сидят дома. Раньше они знали какие-то сказки, какие-то былины, какие-то могли рассказать внукам там какие-то истории поучительные. Из поколения в поколение передавалось вот это культурное наследие. Сейчас уже все поменялось очень сильно и быстро все меняется в мире. Психологическое здоровье – это не только отсутствие какого-то психического заболевания, но и такое состояние, при котором человек способен справляться с различными жизненными стрессами, позитивно мыслить, продуктивно и плодотворно работать. Чтобы держать свое душевное состояние в равновесии и покое, важно соблюдать ряд нехитрых правил. Режим дня соблюдать, правильно питаться, активный образ жизни, надо заниматься обязательно спорт, пусть это будет гимнастика, пусть это будет там, я не знаю, любая двигательная активность, ходьба, бег, любая, но организм человека должен физически как-то двигаться, это по-любому. Правильное питание, общение с хорошими людьми, заставлять свой мозг работать, постоянно, значит, запоминать что-то, читать стихи, запоминать, пусть это будет Коран, пусть это будет аяты, пусть это будет стихотворение, там, я не знаю, Пушкина, но чтобы память работала. Чувство тревоги, чрезмерное беспокойство, постоянные стрессы и переживания приводят к нарушению сна, ослаблению иммунной системы, могут стать причиной головной боли и других психосоматических заболеваний. Если справляться самому со своим психическим состоянием не получается, лучше обратиться к специалисту. Тревожным звоночком могут послужить такие признаки. Когда человек чувствует какой-то внутренний дискомфорт, когда человек замечает за собой, что он из-за какой-то мелочи длительное время в каком-то таком подавленном состоянии, когда он не может перебороть в себе какие-то навязчивые мысли или какое-то плохое настроение, что он сам не справляется с этими вещами. На психоэмоциональное состояние людей в последние годы сильно влияет и современный темп жизни. Поэтому важно уделять время себе и своему психологическому здоровью. Морально отдохнуть после тяжелых будней, провести время в кругу родных и близких, дарить себе положительные и яркие эмоции. Согласно исследованиям, средняя продолжительность жизни психологически здоровых людей намного выше. Они меньше подвержены влиянию негативных социальных факторов и реже совершают противозаконные действия. Дана Плева, Джамалил Султыгов, Новости 24.